Дорогие коллеги, дорогие друзья, я очень рад, что мы с вами снова встречаемся в городе Якутске на нашей второй международной конференции «Возобновляемая энергетика». Она сегодня действительно, вот эта конференция становится знаковым событием для всей отрасли. И не случайно она проходит в городе Якутске. Хочется воспользоваться этим случаем, поблагодарить и руководство республики, которое действительно оказывает большую поддержку в этом направлении, относится с большим пониманием, прикладывает много сил для реализации тех программ локальной энергетики, распределенной энергетики, которая здесь развивается в городе Якутске. И не случайно Якутия становится неким плацдармом по развитию возобновляемой энергетики в целом, даже по стране. Проведение этой конференции, она становится уже вот ежегодной международной конференцией в Якутске, лишнее тому доказательство. Со всей страны, а даже из других государств приезжают сюда к нам на эту конференцию с тем расчетом, чтобы обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в рамках этого развития, поделиться тем опытом, которым обладают те или иные компании, обсудить те пути решения, которые необходимы для реализации этих больших мероприятий. Если несколько лет назад возобновляемая энергетика была действительно экзотикой, которая, скажем, двигалась вперед, давала возможность роста, было, конечно, безусловно, интересным профессиональным сдвигом в области энергетики, то сегодня это действительно экономически окупаемый, интересный проект. Но вместе с тем следует отметить, что все мы с вами стоим, наверное, на пороге начала разворота крупных, серьезных проектов в рамках возобновляемой энергетики. Наша сегодня главная с вами задача, практически всех участников, наработать типовые решения технологического плана, каким образом мы их будем применять, как мы будем состыковывать технологически и дизель, и солнце, и ветер, накопители энергии и так далее. Здесь много участников, много технологий в этом ключе. Ну и вторая главная проблема, о чем уже говорил Егор Афанасьевич, это изменение нормативного поля. Это обеспечение возврата инвестиций, принятие тех или иных решений, которые позволяли бы при сохранении определенных тарифно-балансовых решений обеспечить возврат инвестиций и в то же время привести к сокращению роста тарифов или, во всяком случае, может быть, даже и снижению тарифов. Это серьезный такой большой пласт работы, над которым действительно нам всем придется работать. Да, сегодня пока это маленькие, небольшие, робкие шаги, но тем не менее мы можем говорить о том, что за этот год мы ввели уже ряд солнечных станций, несколько ветровых станций. То есть в этом плане идет поступательное движение. Дальше, скажем, по РАО «Восток» Алексей Капрал более подробно остановится. У нас подписан ряд соглашений с японскими коллегами, где мы на японские деньги японское оборудование ставим у нас на территории Дальнего Востока. Есть ряд соглашений с китайскими нашими партнерами по поставке оборудования, поставке технологий. Есть очень хорошие наработки и соглашения с нашей отечественной компанией, компанией «Роснано». Целый комплекс соглашений и с точки зрения преобразователей энергии, и с точки зрения солнечной энергии и композитных материалов для ветрогенерации. Это действительно наши предприятия, отечественные предприятия, которые в этом направлении будут активно участвовать. Здесь, в Якутии, на Камчатке, действительно создаются достаточно серьезные условия для внедрения возобновляемой энергетики, возможности их окупаемости. Да, сегодня эта база пока, может быть, не совсем нормативно закреплена, но то, что все участники этого процесса с большим энтузиазмом, с желанием решают эти вопросы, это важно и это очень приятно. Я еще раз хочу сказать, что я очень рад видеть всех здесь вас, очень много знакомых, приятных, умных, замечательных лиц. Я очень рад, что вы приехали. Я очень рад, что мы сможем с вами поработать активно, поговорить, поделиться опытом. Спасибо вам, плодотворной работы. Ну и самое главное, знаете, говорят, я бы не хотел пожелать вам всем удачи, хотел пожелать вам всем успеха. Удача приходит случайно, а успех он заслужен. Мы с вами будем добиваться успеха. Всего хорошего.